Сегодня от вас зависит будущее этого начинания. И надеюсь, что по итогам обсуждения у каждого присутствующего в этом зале сформируется мотивированная позиция по данному вопросу. Некоторые вещи мы вчера обсуждали на такой неформальной встрече с нашими коллегами, депутатами Государственной Думы от северокавказских субъектов, республик и края. И я вчера уже говорил, если вы позволите, буквально две строчки из вчерашних наших с вами дебатов повторю. Когда возникла идея создания Московского Кавказского клуба, мы жили в одном формате. Сегодня мы, к сожалению, к величайшему перешли в другой формат, когда, по сути дела, вчерашнее выступление Верховного Главнокомандующего провозгласило непримиримую позицию в борьбе с международным терроризмом. Россия всегда стояла на этих позициях, на этих рубежах, но то, что произошло в мире за последние несколько недель, еще раз укрепило нас в том, что сегодня на самом деле это вселенское зло, и мы с ним должны бороться в любом формате. Эта идея сегодня является первоочередной для безопасности нас с вами, наших сограждан, нашей страны и всего мира. Поэтому, наверное, вот эта позиция, которую, еще раз повторюсь, вчера была озвучена Верховным Главнокомандующим на совещании, а до этого и на ассамблее генеральной, вернее, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и на саммите в формате двадцатки. Я думаю, что мы с вами сегодня, обсуждая различные вопросы, тоже должны придерживаться этих задач. События последних недель в очередной раз убедили нас всех в необходимости реализации проекта, который сегодня будет представлен вашему вниманию. По сути дела, его основной задачей является сглаживание противоречий между людьми различных культур и традиций, тех самых противоречий, которые, к сожалению, иногда становятся питательной почвой для взращивания радикализма, а равно и такой поддержкой действиям деструктивных сил не только на территории нашей страны, но и во всем мире. Международная обстановка и внешние угрозы, фактическое положение дел внутри страны обязывают нас действовать оперативно, не тратя время на расписывание различного рода дорожных карт, вырабатывание каких-то концептуальных долгосрочных планов. Все, что мы будем предлагать, необходимо начинать уже сегодня, а кое-какие вещи мы уже сегодня проводим, и сегодня мы об этом тоже поговорим. Хотелось бы начать непосредственно с той территории, которую большинство сидящих за этим столом представляют. Это территория Северного Кавказа. К сожалению, в силу распространенных стереотипов и однобокости подачи информации для многих жителей нашей страны этот регион до сих пор остается терра инкогнито. И даже не самый плохой, даже это не самое плохое восприятие нашего Кавказа. К сожалению, есть в стране и те, кто уверен, что субъекты СКФО сегодня представляют собой нечто вроде американского Дикого Запада. Территория, где царит беззаконие, право сильного. Разумеется, это не так. За последние годы при активном участии Федерального центра, Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, других участников процессов, происходящих на Кавказе, регионы округа шагнули далеко вперед, преодолев значительную пропасть в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, отделявшие Северный Кавказ от других субъектов Российской Федерации. При этом мы не отрицаем определенного отставания наших регионов, обусловленного тем, что в 90-е и в начале 2000-х годов они представляли собой фронтовые и прифронтовые территории. А также тем, что со времен включения этой области в состав Российской империи Северный Кавказ постоянно находился в центре внимания влиятельных иностранных государств, пытавшихся подорвать общественно-политическую стабильность в регионе и вырвать его из состава России. Имеющиеся трудности объективно воспринимались федеральным центром, следствием чего стало решение о создании в 2010 году нового Северокавказского федерального округа, который до известных событий прошлого года оставался самым молодым в стране. В тот же период для преодоления отставания в социально-экономическом развитии территорий правительством Российской Федерации была утверждена стратегия социально-экономического развития Северокавказского федерального округа до 2025 года.
получившая свое развитие в федеральной целевой программе «Юг России» и ряде других нормативных документов. Однако вы прекрасно понимаете, что проблемы, с которыми сталкивался наш округ с конца 80-х по начало 2000-х годов, коснулись не только экономики и социальной сферы. Они оставили глубокие следы в общественно-политической жизни, образовании, науке, культуре, в вопросах молодежной политики, религии, в информационном пространстве. И с этим тоже нужно было что-то делать. Вот почему сегодня аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе занимается не только контролем за выполнением указов, распоряжений и поручений главы государства, но и целым комплексом сопутствующих вопросов, основным из которых является установление и поддержание эффективного диалога в гражданском обществе. Для этого на территории округа нашими силами реализуется целый ряд проектов. Они призваны обеспечивать обратную связь с населением, транслировать в различные среды государственную позицию, привлекать общественность к реализации задач государственной политики и многое другое. Я попытаюсь остановиться на некоторых из них. Основной площадкой для описанного мной диалога, безусловно, выступает Общественный совет Северокавказского федерального округа. На сегодняшний день работает уже его второй состав, который объединил в себе как региональных, так и федеральных общественников и экспертов. Вообще в связке общественных инициатив и экспертного сопровождения мы видим большой потенциал. Одним из таких примеров является Северокавказский гражданский форум Архыз-21, который уже 2 года проходит в Карачаево-Черкесской республике. Чтобы продемонстрировать эффективность подобных проектов, позволю себе остановиться на одном моменте, связанном со вторым форумом, который прошел в этом году с 9 по 11 июля. На нем присутствующие здесь Султан Хамзаев и Султан Таганидзе очень остро актуализировали тему распространения на территории Северного Кавказа проблемы аптечной наркомании. Нужно признать, что она очень остро стоит в регионе, но, откровенно говоря, не только на Кавказе. И в силу различных, в том числе и субъективных проволочек, долгое время не находила свое решение. Широкое публичное обсуждение этого вопроса, позиция экспертов, вовлечение, в общем-то, непрофильных органов государственной власти в его решение стали предпосылками того, что с 1 октября целый ряд психотропных препаратов, ранее спокойно продававшихся в любых аптеках и по достаточно простым рецептам, вошел в перечень лекарственных средств, подлежащих учету. Это обстоятельство существенно ограничивает возможность их незаконной реализации и повышает меры ответственности для виновных. Примечательно отметить, что инициаторами всего этого процесса выступили представители молодежи. К молодежи на Северном Кавказе особый подход. Не секрет, что наши регионы являются лидерами по числу лиц, не достигших возраста 30 лет. Северный Кавказ на сегодняшний день самая молодая территория, мы вчера об этом говорили в том числе и с депутатами Государственной Думы. И для направления энергии и стремлений подрастающего поколения в конструктивное русло необходима большая работа, часть из которой уже проводится. Речь идет и о функционировании Совета по молодежной политике при полпредстве, и о создании общеокружного добровольческого движения, и о целом комплексе молодежных проектов, получивших поддержку как на окружном, так и на федеральном уровне. Особое внимание в этом направлении занимает Северокавказский молодежный форум «Машу», история которого насчитывает уже 6 лет. Помимо того, что сам по себе форум является ярким событием в жизни округа, в котором помимо ежегодных 3000 молодых людей из наших регионов принимают участие известные политики, актеры, спортсмены, музыканты, он еще является и площадкой проведения конкурса молодежных проектов. До 2015 года на эти цели выделялось по 100 миллионов рублей. В этом году общий объем средств был сокращен, по известным причинам сокращен до 85 миллионов рублей. Мы также пересмотрели подход к суммам самих грантов, увеличив их. В этом году их размер составил для физических лиц 300, 400, 500 тысяч рублей, а для общественных организаций до 2,5 миллионов. На наш взгляд, эта мера позволила повысить эффективность проектной работы, поспособствовала формированию инициативных команд, повысила ответственность за взятые на себя социальные обязательства у победителей. В свою очередь, сам Машук является генератором новых проектов, таких как общеокружная зорница, Кавказский донор, Лига КВН «Кавказ», велофестиваль и многих других. В этом году, например, с форума стартовала волна по установке в наших регионах профессиональных уличных воркаут-площадок для самостоятельных занятий физическими упражнениями. Однако в информационный век недостаточно делать что-то хорошее, об этом нужно еще и говорить. Не хвастаться, конечно, а распространять объективную информацию о процессах, происходящих на Северном Кавказе. Однако и в этом направлении в округе также имеются проблемы.
информационное сообщество было разобщено. Каждый регион варился в собственном соку. Достоверная информация в средствах массовой информации о жизни в соседних субъектах появлялась далеко не всегда. Информационные риски отрабатывались медиасообществами регионов поодиночке, без должного взаимодействия с коллегами из соседних республик. Эта ситуация стала меняться, когда по инициативе аппарата полномочного представителя по согласованию с управлением президента Российской Федерации по внутренней политике была создана экспертная структура Центр современной кавказской политики, ЦСКП «Кавказ». Именно она взяла на себя функцию выстраивания единого информационного поля и налаживания горизонтальных связей в медийной среде наших регионов. Итогом этой работы стало появление ежегодного форума СМИ Северного Кавказа, который и в этом году пройдет, пока предположительно, 10-11 декабря в Пятигорске, и Ассоциации средств массовой информации СКФО. Соглашение об информационном взаимодействии между регионами округа, профессиональных премий и целый ряд других начинаний на сегодняшний день уже в деле. Важнейшее значение имеет, безусловно, и та кропотливая работа, которая на протяжении всех этих лет проводится в сфере нормализации этноконфессиональных отношений, повышения уровня культуры, образования в нашем округе. Однако все ее результаты могут быть в одночасье нивелированы каким-то резонансным случаем, связанным с недостойным поведением уроженца Северного Кавказа где-нибудь в Москве. Собственно говоря, почему мы и предлагаем сегодня вот эти вот вопросы обсудить. Все хорошее, что делается сегодня на Кавказе, все усилия, которые направлены сегодня на объективную и честную информацию о Кавказе, могут быть подорваны и скомканы поведением каких-то лиц или группы лиц на территории нашей столицы. И я так понимаю, что все мы, каждый из нас имеет не по одному десятков подобных примеров. Поясню. Одной из наиболее проблемных точек формирования имиджа Северного Кавказа в общероссийском контексте является взаимодействие людей, приехавших из кавказских регионов в города с крупным населением. Любые конфликтные ситуации зачастую интерпретируются исключительно с национально-религиозных либо криминальных позиций. Они обрастают целым ворохом несуществующих подробностей, получают ложное освещение в СМИ, что, конечно, не способствует интеграции Кавказа в общероссийский и общественно-политический контекст, а напротив способствует развитию ксенофобии и розни. С учетом последних событий в Сирии, повышенным градусом эмоций вокруг темы ислама, легко объяснить повышенный интерес различных деструктивных сил к раздуванию любых инцидентов с участием жителей Северного Кавказа до масштабов полноценного этнического или конфессионального конфликта. Мы с вами понимаем, что такие клише, как, например, Россия борется с исламом, ключевое слово ислам, и хватит кормить Кавказ, безусловно, вышли из-под пера одного автора. И преследуют одну цель – вбить клин между Россией и Северным Кавказом. И это тоже неправильный контекст, потому что Россия и Северный Кавказ – это не разные понятия, не разные территории, не разные субъекты, это одно единое целое. Данная ситуация во многом складывается по причине однобокой подачи событий, отсутствия внятной объективной информации от непосредственных участников событий, низким уровнем информационно-разъяснительной работы, ангажированными экспертными оценками. Подчас мы понимаем, что эти экспертные оценки проплачиваются в том числе и далеко не с территории Российской Федерации. Центр нашей страны является лидером по количеству людей, приехавших из республик Северного Кавказа, проживающих, обучающихся, работающих здесь на временной или постоянной основе. Инциденты с их участием, происходящие здесь, не только вызывают большой резонанс в Москве, но и в России в целом. А отсюда искаженное представление о самих регионах округа. Вместе с тем органов власти, в том числе у структурных подразделений региональных правительств северокавказских регионов, действующих в Москве, не всегда есть полноценная информация о повседневной жизни и проблематике граждан, прибывших сюда из субъектов СКФО. А у общин, национально-культурных организаций, экспертов такая информация есть, и ей надо пользоваться. Вот для того, чтобы мы могли этой информацией обмениваться, мы сегодня здесь с вами и собрались. И вот почему сегодня, исходя из необходимости гармонизации межнациональных отношений, снижения уровня этнической преступности, налаживания добрососедских отношений, мы пригласили за один стол и представителей власти, в том числе системы Министерства внутренних дел,
экспертов, непосредственно жителей Москвы и Московской области, представляющих северокавказские общины. Уверен, что в современных условиях системная координация наших общих усилий даст серьезный эффект не только в области профилактики и решения межнациональных и межконфессиональных проблем в столице, но и благоприятно скажется на общей атмосфере вокруг темы Северного Кавказа в информационном поле. Я бы хотел сейчас передать слово Михаилу Юрьевичу Ведерникову, заместителю полпреда по СКФО, отвечающему за вопросы внутренней политики. Он доложит о том, что уже делается общинами и что планируется предпринять в области интеграции приезжающих в новую среду на территории Москвы и Московской области. Пожалуйста, Михаил. Спасибо, Сергей Алимович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу сказать, что первому заседанию Московского Кавказского клуба предшествовали два организационных мероприятия. Сначала мы провели встречу с представителями молодежных организаций, работающих на территории Москвы и Московской области, а затем провели встречу, наверное, даже правильно сказать, совещание с руководителями постоянных представительств субъектов Северного Кавказа в городе Москве. Еще до проведения совещаний мы прекрасно понимали, что тема работы с национальными общинами на предмет культурной и социальной интеграции приезжающих в Москву и Московскую область, профилактики правонарушений, она не нова. Соответствующая деятельность ведется как общественными объединениями, так и государственными структурами. При этом объем работы, который проделывается органами власти Москвы, Московской области, подразделениями МВД, постоянными представительствами наших регионов в Москве по-хорошему впечатляет. В то же время в процессе общения мы услышали и о многих новых для себя интересных инициативах, реализуемых молодежными общественниками. Да, им где-то порой не хватает ресурса, в том числе и административного, где-то координации, но выбранный ими вектор мы полагаем абсолютно правильным. В итоге в Москве и Московской области реализуется целый комплекс культурных, спортивных, профилактических, информационных мероприятий, ориентированных на представителей Северного Кавказа, приезжающих сюда на учебу и работу. Ярким примером описанной мной деятельности выступают традиционные сентябрьские встречи со студентами московских вузов, которые организуют постоянные представительства субъектов в Москве. Иногда в них принимают участие и первые лица наших субъектов, что, безусловно, имеет важный воспитательный эффект. Мы же, в свою очередь, за счет системной координации всех заинтересованных сторон предлагаем придать этой работе новый импульс. В чем это будет выражаться? Во-первых, сообща у нас есть возможность придать мероприятиям по культурной интеграции не разовый, а системный характер. К сожалению, зачастую участниками подобных акций и сборов становятся лишь заведомые активисты, то есть та аудитория, которая не находится в так называемой группе риска. А потому официальным структурам, основываясь на эффективном и оригинальном подходе общественников, необходимо запускать более универсальные работы с приезжающими с территории Северного Кавказа, в первую очередь, конечно, с молодежью. И эти форматы должны быть рассчитаны на широкий круг потребителей и неоднократное вовлечение целевой аудитории в них. Это поможет нам создать постоянную контактную среду для неограниченного числа молодых ребят, в том числе и тех, кто максимально близок к названным мной группам риска. Во-вторых, на сегодняшний день мы не всегда можем объективно судить о конкретных результатах проделываемой работы. Насколько выработанная методика соответствует целям, в том ли направлении мы движемся, проводя те или иные мероприятия, достигаем ли мы конечной цели. Все это нуждается в определенной оценке, которую невозможно получить без обратной связи, социологических опросов, статистических данных о динамике количества правонарушений, совершаемых определенной группой лиц. Мы зачастую полагаемся только на свой эмпирический опыт, но игнорируем чужие наработки или даже просто не знаем о них. Используемые методики должны вырабатываться или одобряться специалистами и экспертами в интересующих нас областях. Участвующие в этом процессе акторы должны иметь возможность оперативно обмениваться опытом и наработками, сверяться с коллегами по вопросам практики применения тех или иных инструментов. Следующий момент, на который хочу обратить внимание. Проводя отдельные мероприятия для уроженцев каждого конкретного региона или представителей одной национальности, мы далеко не всегда содействуем их социализации и культурной адаптации на новом месте жительства. Мы продолжаем их запирать в так называемые национальные квартиры. Понятно, что такие мероприятия нужны, а для определенных целей они просто необходимы. Однако представляется целесообразным уделять отдельное внимание и межнациональным поликультурным форматам, которые позволяют представителям различных этносов комфортно интегрироваться в общероссийское пространство. И последнее. Сообща мы можем существенно расширить профилактическую составляющую нашей совместной работы.
К сожалению, иногда неформальные этнические общности выступают единым фронтом, в том числе в информационном поле, в защиту своих представителей, нарушивших закон, что, безусловно, влечет за собой соответствующую реакцию и целый комплекс негативных последствий. В правовом государстве верховенство закона имеет первостепенное значение, а никак не кровное родство или национальная принадлежность. Мы не должны создавать прецедентов и поощрять безнаказанность. Вопросы профилактики правонарушений и девиантного поведения должны стать также одним из приоритетов работы Московского Кавказского клуба, равно как и последовательная работа общин с органами дознания и следствия. В силу перечисленных мной обстоятельств мы предлагаем ввести в практику периодические заседания Московского Кавказского клуба, площадки, которые позволят нам в плановом, а когда будет такая необходимость и в экстренном режиме, вырабатывать общие решения, сверять наши позиции по всем текущим вопросам, корректировать совместные шаги, слышать критические замечания, получать оценки, необходимую информацию, ставить практические задачи экспертам и научному сообществу. Абсолютно уверен в том, что всем находящимся в этом зале такая работа принесет вполне конкретную и ощутимую помощь. Уважаемые коллеги, в раздаточных материалах у вас вложен проект плана работы на 2016 год. Это не догма в последней инстанции, это просто обобщенные предложения, которые мы собрали от представителей молодежи, общественников, руководства Постпресс в Москве. Я прошу с ними ознакомиться. Владислава Анатольевича Никонова попрошу доработать этот документ, согласовать с коллегами и до 11 декабря представить его нам на утверждение. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я предлагаю сначала выступающим, которых мы попросили сформатировать порядок нашей будущей работы, доложить свои предложения и мнения, а потом их обсудить. Если вы не будете против, я тогда предоставлю слово Владиславу Анатольевичу Никонову, директору Центра современной кавказской политики, о работе Центра современной кавказской политики «Кавказ» и инициативы создания Московского Кавказского клуба. Пожалуйста. Большое спасибо, Сергей Алимович. Добрый день, уважаемые коллеги. Центр современной кавказской политики создан в 2013 году, ориентирован на работу с экспертным сообществом, гражданскими активистами и НКО Северного Кавказа. В процессе работы мы неоднократно убеждались в безусловной полезности диалоговых площадок и иных контактных форматов, а также в необходимости привлечения к обсуждению острых неоднозначных вопросов реальных экспертов, участников ситуации, не только общественников и журналистов, зачастую политически мотивированных. Говоря о дискуссионных практиках, мы говорим о важном аспекте взаимодействия государства и общества. Мы видим, как развивался этот подход на примере развития законодательства России, введения обязательных процедур общественных слушаний, которые становились все более и более реальными, открытыми и действенными. Мы видим множество примеров решений, которые, будучи приняты по теоретическим схемам, не приживались и не работали в реальной жизни. Мы видим личную практику президента России, который регулярно и глубоко общается с людьми, практику реального сближения власти и общества, выраженную в различных общественных советах, усиление работы с НКО в последнее время, введение обязательных процедур праймерис, ОНФ, наконец, как одной из мощнейших в новейшей истории форм артикулирования мнений и донесения их до органов власти. Сложнейшие исторические, национально-религиозные, традиционные отношения на Северном Кавказе, глубокие корни народной дипломатии позволяют нам и здесь не изобретать велосипеда. Если мы хотим понимать ситуацию, находить действительно работающие решения, необходимо внедрять практики контактных, дискуссионных и диалоговых площадок, как на территории Республик Северного Кавказа, так и здесь, в Москве. Только закалившись в глубоком и всестороннем обсуждении, отточившись в реальной конкурентной дискуссии, решение действительно будет работать на практике и в жизни. Здесь уже говорилось, что в недалеком прошлом информация из регионов Северного Кавказа была фактически сводками с театра военных действий. Обстановка вот уже несколько лет как изменилась, но, к сожалению, стереотипы восприятия приезжих Северного Кавказа как угрозы остались. Пищу для подпитки этих стереотипов могут давать как сами приезжие из регионов Северного Кавказа, так и жители Москвы и Подмосковья. Отдельно следует говорить и обсуждать темы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов,
с так называемыми лицами кавказской внешности, кавказской национальности и журналистами, которые смакуют подробности такого рода встреч. Однако во всех этих случаях важно одно: неквалифицированная и однобокая подача информации способна исказить любую реальность до неузнаваемости. Как будто бы никто ничего не видел, не знает, не слышали, но осадок все равно остается. Работа по нормализации информационного восприятия должна быть целенаправленной, основываться на реальной и компетентной информации, практике взаимодействия, на практике экспертного обсуждения, а не на слухах и домыслах. Работа по интеграции жителей северокавказских регионов, приехавших в Центральную Россию, также должна вестись системно и скоординированно. Уважение, принятие норм, традиций рождается из знания, непосредственного общения, осмысления и решения. Именно поэтому ЦСКП предлагает к реализации идею площадки, которая сможет координировать взаимодействие молодежных, студенческих организаций, общин между собой, позволит проводить мероприятия, направленные на презентацию Северного Кавказа как одного из наиболее ярких, красивых, самобытных и уникальных регионов России. Многие жители центральных регионов России, Урала, Зауралья, Сибири, приезжая на Кавказ, вслух удивляются тому, насколько стереотипная медийная картинка не совпадает с реальностью. Хочу особо отметить чисто технический медийный момент. Все мы помним огромное количество публикаций центральных СМИ о ситуации на Северном Кавказе. Было время, когда они были шквалом. Они оставили неизгладимое впечатление, такое глубокое, что для его корректировки потребуется не меньшее количество и не меньшее качество информационной работы. Кавказ сейчас не похож на место, где недавно воевали. Кавказ живет, учится, трудится, развивается. Он является неотъемлемой, полноправной частью России, несмотря на то, что совсем недавно здесь была зона боевых действий. И этот переход от войны к миру, краткость, а в категориях экономики, стройки, восстановления экономической и социальной сферы, можно сказать, молниеносность, заслуживает огромного уважения. Об этом нужно говорить активно и много. Это нужно показывать, рассказывать о том, как много на Кавказе и в кавказцах хорошего, интересного. Нужно создавать и показывать эти информационные поводы. Это в сегодняшней ситуации важно для целостности страны. Только так, через диалог, взаимодействие, можно размыть устойчивые негативные клише, перейти от настороженности к нормальному общению. Только тогда инциденты с участием кавказцев будут не поводом поднять политическую волну, а предметом работы правоохранительных органов, как и любые другие инциденты. Уважаемый Сергей Алимович, ЦСКП «Кавказ» предлагает использовать Московский Кавказский клуб как площадку взаимодействия экспертного сообщества, постоянных представительств, структур правительства Москвы и Московской области, структур ГУВД города и области, молодежных, профессиональных, религиозных и культурных организаций, медиасообщества. Мы считаем, что это позволит повысить уровень информированности и доверия между жителями Москвы и теми, кто приехал сюда с Кавказа учиться или работать. Позволит СМИ более адекватно и объективно информировать общество о происходящем на Кавказе или с участием представителей регионов Кавказа. Позволит привлекать экспертов по различным вопросам, связанным с Кавказом, с исламским сообществом, для обсуждения различных тем, как внутри страны, так и за ее пределами. Спасибо. Спасибо, Владислав Анатольевич. О мерах по координации взаимодействия постоянных представителей субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северокавказского федерального округа в Москве и Московской области, в целях обобщения проблематики и практики решения актуальных вопросов. Это очень важный момент. Тут Михаил Юрьевич сказал, что уже консультации подобные были проведены. У каждого субъекта есть, практически у каждого субъекта есть поспредство. Есть люди, которые сегодня должны выстраивать некие коммуникации позитивные, в том числе, или прежде всего в столице, да, нашего государства. На наш взгляд, уровень взаимодействия между самими поспредствами на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Это вполне объективная оценка. Я не буду сейчас вдаваться в механизмы этой оценки. Вот. Мы в том числе и с главами прорабатывали этот вопрос. Мы знаем, что многие главы субъектов приняли решения по некоторые организационные, кадровые решения по этому вопросу. Поэтому хотелось бы в этом плане надеяться на более конструктивную работу постоянных представительств глав субъектов в Москве и Московской области.
И в том числе для этого мы предлагаем площадку Московского Кавказского клуба для организации этого взаимодействия. Я бы хотел, чтобы от субъектов, от постоянных представителей мнение свое нам довела Мугуддинова Изумруд Мужаевна, постоянный представитель Республики Дагестан при президенте Российской Федерации здесь, в Москве. Пожалуйста. Мы уже, дорогие коллеги, еще раз хочу всех поприветствовать. Мы уже второй раз встречаемся, первый раз в формате рабочей группы, обсуждали вместе с нашими коллегами, постпредами вопрос создания Московского Кавказского клуба. И безусловно, что постпредство Республики Дагестан при президенте Российской Федерации поддержало эту инициативу Центра современной кавказской политики при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Поскольку вот те вопросы и проблемы, которые предстоит решать этому вопросу, так или иначе они касаются нас всех, и решать их нужно совместно. Мы уже вот озвучили о том, что к этим проблемам относится и социально-культурная адаптация столичной жизни граждан, приезжающих с Северного Кавказа на учебу или на работу, их трудоустройство, предотвращение конфликтных ситуаций на межнациональной почве и других моментов. Сергей Алимович уже упомянул о том, что по самым разным субъективным, объективным причинам, и не без участия отдельных политиков, мы действительно не всегда имели тот правильный, в общем-то, образ, хотя, может быть, нам не надо было создавать какой-то образ, а просто нужно было правильно смотреть на Кавказ, на Дагестан, на наших соседей, потому что нам, может быть, не столько нужен был имидж, мы реально имеем то лучшее, что имеем, и в последнее время это, по-моему, ярко демонстрируется. Конечно, этому способствовали и военные конфликты, и контртеррористические операции, и все это как-то так отдаляло нас друг от друга и вызывало недоверие. Наше постпредство существует уже более 20 лет, и поэтому, наверное, мы одними из первых, в общем-то, создавали его, и опыт накоплен большой. И по работе с молодежью, и по работе с общественностью очень многое делается. И надо сказать, что последние годы наблюдается существенный сдвиг в гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений. Я думаю, все это прекрасно видят. И, безусловно, этому способствует прежде всего отношение власти и то внимание, которое власть уделяет этим вопросам. Ну, во-первых, создание федерального агентства по делам национальностей для выработки и реализации государственной национальной политики. Второе – это утвержденная в 2012 году стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Деятельность Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. То есть я хотела сказать, что все это на самом деле имеет результаты, и опросы, и работа наша с общественностью, с молодежью говорит о том, что люди себя стали здесь чувствовать гораздо комфортнее в Москве. То есть все прекрасно видят, что, наверное, даже такие слоганы, как «Лица кавказской национальности», исчезли из прессы. И для нас, по крайней мере, я говорю сейчас о своей работе, деятельность со средствами массовой информации стала гораздо легче. Мы сейчас можем выходить на Первый канал, вы, наверное, и сами это замечали, что мы довольно, не могу сказать, что часто, но культурные какие-то мероприятия часто освещаем, потому что реально есть что показать. И широко было показано и юбилей Расула Гамзатова, и юбилей Дербента. То есть недавно мы проводили. То есть есть идеи, с которыми мы выходим на какие-то каналы, практически осуществляются и нас поддерживают. Я хочу сказать, что, конечно, я думаю, что мы будем членами этого клуба постпреды. Нам, как членам клуба и как патриотам своей Родины, конечно, надо на принципиально новом уровне проделать большую работу по продвижению этого позитивного
имидже, то есть показать то реальное, все, что есть на Северном Кавказе, показать в столичном регионе и вообще в стране. И как наиболее влиятельном субъекте информационного пространства страны. Я уверена, что каждое представительство СКФО и общественной организации в Москве проводит эту работу и, конечно, достигли каких-то определенных результатов. Но, как правильно отметил сейчас Сергей Меликович, действительно, это каждый, наверное, делает в рамках своей общины, своей диаспоры. Мы, конечно, стараемся выходить за рамки каких-то местечковых мероприятий, выходить на серьезные крупные столичные площадки. Я в прошлый раз достаточно широко рассказывала, делилась опытом работы представительства, какие крупные серьезные выставки мы проводим в городе, показывая, что такое Дербент и что такое Дагестан. И я думаю, что новая площадка в рамках Московского Кавказского клуба позволит нам вместе с представителями власти, пользуясь их поддержкой, вместе с депутатами, с общественными деятелями, выработать новые подходы в обеспечении и сохранению, приумножения духовного, культурного потенциала нашего многонационального народа. Дело в том, что предложений для работы клуба у нас много, мы уже их и подготовили, в том числе по работе с общественностью. Даже вот у нас давно уже функционирует и Московский центр культуры Дагестан, и организации молодежные, национально-культурные объединения, которые становятся все больше. Но вместе с тем как-то все это стал объединять общественный совет при постпредстве Республики Дагестан, который мы создали 2 года назад. Сначала было очень много народу, но потом как-то все это утряслось, и остались настоящие активные люди с активной такой жизненной позицией. В рамках Совета работают 11 комиссий по самым разным направлениям, и по развитию науки, образования, по правам человека, по конфессиональным вопросам, по культуре, и по сохранению историко-культурного наследия и так далее. И привлекаем к работе Совета ученых, специалистов. Я уже как бы даже взяла с собой сюда и положение о общественном совете, уже делилась и по этому поводу со своими коллегами. Я думаю, что прежде всего вот в московские, если уж говорить о таких вот предложениях, что нужно делать для того, чтобы Московский Кавказский клуб реально заработал. Конечно, у клуба должен быть авторитет и серьезный административный и, возможно, даже и финансовый ресурс, потому что многие свои инициативы не всегда удается реализовать, потому что, вы понимаете, что и кризис, и дотационность северокавказских республик это не всегда удается сделать все, что хотел бы сделать, хотя я очень благодарна нашим депутатам, нашим многим предпринимателям. Очень многое реализуется за счет спонсоров. И мы готовы войти в состав того Московского Кавказского клуба. И я думаю, что и активом этих общественных советов регионов, они уже создаются не только у нас есть, и создаются в наших коллег в представительствах некоторых, тоже нужно будет желательно войти, поскольку там работают наиболее авторитетные люди, которые, я же говорю, уже как-то себя показали, как люди, которые реально хотят что-то изменить, что-то сделать полезное для своего Дагестана, за пределами Дагестана. И, наверное, надо все-таки возобновить работу Совета глав представительств, который раньше неплохо работал, и наиболее актуальные вопросы, в том числе связанные с правами человека, и много таких актуальных вопросов рассматривалось и продвигалось, потому что мы приглашали и московское правительство, и ГУВД Москвы, и кураторов с администрации президента. Многие наши идеи были услышаны и реализовывались. Есть много, я же озвучила, много из предложений, в том числе вот хочется реализовать несколько программ, которые вот мы подготовили, но опять же из-за отсутствия финансов не смогли реализовать. Я думаю, что нужна такая программа, как «Москва – наш общий дом», потому что мы все чувствуем себя. Москва – это не просто
столица какого-то субъекта федерации, там Воронежской области или Тульская. Это реально наша столица, и мы все чувствуем себя и гордимся тем, что это столица нашей общей родины. И есть кое-какие наработки, которые, вот, мне кажется, неплохо было бы в рамках того Кавказского клуба реализовать. Мы как-то разработали даже такую программу, которая называется «Конституция горца». Но на основе произведений Расула Гамзатова, который воспевал, конечно, дружбу, единство нашей страны. И таких вот проектов немало. Безусловно, мы однозначно поддерживаем и готовы участвовать в работе Московского Кавказского клуба. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте приступим к обмену мнениями. Пожалуйста, свободный достаточно формат. Вот. Все, кто желает свое мнение сказать, пожалуйста. Да, добрый день. Султан Хамзаев, член Общественной палаты Российской Федерации. Но, Сергей Алимович, хотелось бы поделиться своим мнением, наверное, по поводу той повестки, которую мы сегодня обсуждаем. Безусловно, те основные факторы и проблемные, и работа с молодежью, и то, что вот коллеги из ЦСКП говорили в общем по стереотипам, наверное, я бы так назвал, те клише, которые сегодня есть в обществе, они актуальны. Мы, когда изначально нас пригласили в формат работы и участия в этой повестке, тут нас двое, от Общественной палаты еще Трисов Азамат Борисович, я думаю, он отдельно от себя расскажет. Изначально скептически подошли, я открыто скажу, потому как много попыток делалось и много было инициатив, связанных с аккумуляцией такого рода деятельности в формате постпресс и отдельных политических, скажем так, лиц. Но вот Михаил Юрьевич Ведерников, он нас профессионально, я назову, скажем так, убедил, что это все будет иметь определенный эффект. Мы сегодня видим, что это формат немного новый, мы его в таком, скажем так, ракурсе не видели. Я бы во многом даже сказал, что это неплохой положительный опыт, который можно и в другие полпредстав показать, и формат работы и общественных институтов, и органов исполнительной власти выстроить с точки зрения качественного диалога. Я бы хотел, чтобы в практике, вот здесь есть приложение, Михаил Юрьевич, вы сказали, по дорожной карте. Мы тогда в течение 2 недель, если можно, дадим свои тоже видения по той практике, которую многие из нас здесь это самодостаточные личности. И есть формат отдельной повестки той работы, которую мы делаем. И мы готовы не просто делиться ею, а, соответственно, помогать и участвовать в этом процессе. И я думаю, наверное, одной из основных миссий, наверное, было бы Московского Кавказского клуба не только формат работы только в Москве, но и показывать положительный опыт той работы, которая делается в самом Северокавказском федеральном округе. Для нас это малая родина, и это очень приоритетно и важно, ну, с точки зрения даже нашей федеральной практики, которую мы делаем. В этом плане, конечно, мы всегда поддерживаем. Вы, Сергей Алимович, в своем выступлении первым отдельно выделили формат работы общественного совета, министерства, ну, при Северокавказском, называется министерство по Северокавказскому федеральному округу. Коллеги, я бы хотел отдельно сказать, что с 18 ноября по 8 декабря идет формирование общественного совета, то есть переформатирование. Это новый формат, который сегодня выстраивает Общественная палата, руководитель Общественной палаты Александр Владимирович Брычалов. И если есть формат работы общественных институтов и общественников, надо включаться, давать свои кандидатуры, предложения. 70%, 75% определяет и рекомендует Общественная палата, а 25% рекомендует правительство Российской Федерации. Я думаю, это хорошая повестка, и это хорошо, что Московский Кавказский клуб начинает работать. Я думаю, можно будет рекомендовать, Михаил Юрьевич, от Московского Кавказского клуба отдельных общественников формат работы именно общественного совета. Спасибо. Если позволите, мне хотелось бы послушать представителей столицы самой, да? Мищенко Юрий Николаевич, здесь заместитель начальника Центра противодействия экстремизму Главного управления МВД России по Московской области. Да? Вот хотелось бы узнать мнение правоохранительных структур, насколько вот эта коммуникация нужна и полезна ли она вам. Потому что мы знаем, что все-таки, что грех правозащитной деятельностью, но то, что правонарушения допускаются лицами, присутствующими здесь в Москве и в Московской области, которые приезжают сюда и которые достаточно долгое время здесь проживают, которые проживают на территории Москвы и Московской области с нарушением определенных нормативных правил, да? Вот, это все есть. Насколько в этом отношении мы сможем
вам помогать в правозащитной деятельности, правоохранительной деятельности на территории Москвы и области. Ну, это было бы для нас это самая хорошая помощь. Как правило, мы именно по экстремизму сталкиваемся практически каждый день с Северным Кавказом. Я бы вот даже хотел бы я первый раз здесь присутствую, все, я бы обменялся вот с представителями Северно-Кавказского округа телефонами, свои координаты бы дал. Почему? Потому что мы бы даже как-то бы привлекали каких-то руководителей, все, к каким-то нашим мероприятиям, где люди могут не идут на контакт, там, так бы мы созванивались, решали вопросы, приглашали, чтобы вы нам помогали. Я думаю, что это важно, наверное, потому что, еще раз говорю, прежде всего, вот я посмотрел план мероприятий, Михаил Юрьевич, но это не в плане, как мы с вами обсуждали, но вот сейчас они возникают, в любом случае, какие-то дополнения. Поэтому коллег из Главного управления Москвы, Главного управления по области, я бы хотел тоже дать какие-то свои предложения. Дело в том, что мы должны понимать, вот мы все здесь должны понимать, прежде всего, представители паспредств, постоянных представительств, участники нашего клуба, которые формируют мнение в медиапространстве, депутаты государственного, но все коллеги, которые сегодня здесь присутствуют, мы должны понимать, а какие же вот со стороны правоохранительных органов мы видим угрозы. Как мы их должны нивелировать, дабы не вешать ярлыки какие-то общие, обобщенные, а централизованно выходить на проблемы, которые в том числе, может быть, исходят оттуда, с Кавказа, и там их нужно решать прежде всего на уровне воспитания соответствующих норм поведения людей, которые приезжают сюда, в Москву, в область, в культурный центр нашей страны, помимо того, что это столица, чтобы они сюда несли именно свою культуру, а не свою бескультурие и безнравственность. Там, кстати говоря, с Рамазаном Гаджимурадовичем об этом очень много говорили, с Рамзаном Ахматовичем. Это приветствуется всеми главами, но нужно понимать, что сегодня вас тревожит и какие вещи мы должны. Я один пример приведу. Однажды мне довелось там ехать в метро московском, когда из подземки туда наверх поднималась группа людей с флагами дикой дивизии, да? Но не той дикой дивизии, которая воевала в Первую мировую войну, а те, которые являются членами фан-клуба Анжи. И так получилось, что мы там мнениями обменялись с ребятами, они говорят, вы знаете, гораздо приятнее работать именно с этим фан-клубом, нежели, опять же, ни на кого ярлыки не вешаю, никого не хочу обидеть, да, с неуправляемыми болельщиками там, из Санкт-Петербурга или теми же московскими клубами некоторыми, да, одиозными. Ну, раз так сумели выстроить вот эту работу с фан-клубом Терека, Анжи, которые здесь в Москве, ну, практически, наверное, не дают каких-то оснований в общем таком большом понимании проблемных для сотрудников правоохранительных органов, значит, наверное, этим примером можно руководствоваться и в других каких-то вещах. Поэтому я хотел бы... Да, пожалуйста. Я хотел бы продолжить то, что сказал мой коллега, Соколовский Олег Олегович, представитель управления информации и общественной связи ГУВД по городу Москве. Ну, с нашей стороны делается большая работа, и многие старожилы города Москвы, полпреды, могут подтвердить, что московская полиция всегда находится в тесном контакте со всеми представителями Северокавказского округа. И мы постоянно участвовали и в уже упомянутых советах полпредов по Северокавказскому округу. Более того, мы проводим работу и с молодежью. Буквально на днях у нас, несколько недель назад, мы возобновили работу со студенческой молодежью, которая прибывает в Москву для учебы здесь, в московских вузах. В частности, в Первом медицинском университете имени Сеченова мы провели такую встречу со студентами университета Губкина, имени Губкина. Более того, мы привлекаем молодых людей Северокавказского округа. Во-первых, нужно сказать, что во время таких встреч мы и рассказываем молодым людям
о тех нормах поведения, которые как бы приняты в столичном регионе, чтобы все-таки понимали, что здесь люди совсем немного по-другому воспринимают представителей Северного Кавказа. Пытаемся это сгладить некоторые негативные аспекты. Привлекаем молодежь кавказскую для проведения многочисленных мероприятий, которые проходят в Москве, в том числе и религиозной направленности. Обычно во время больших мусульманских праздников Кавказ и религия не, взаимосвязаны. Во время больших мусульманских праздников около 20-30 человек постоянно присутствуют в мечетях и оказывают сотрудникам органов внутренних дел действительно весомую помощь в наведении, если необходимое, порядка и в поддержании порядка на территории заведения религиозных заведений. Ни для кого не секрет, что некоторые преступления, которые были раскрыты московской полиции, раскрытие этих преступлений было связано и с помощью представителей полпресс Северного Кавказа, представителей общин, которые здесь проживают. То есть могу сказать, что опыт у московской полиции есть, и мы постоянно держим руку на пульсе, мы постоянно в курсе тех событий, которые происходят в Москве именно с представителями Северного Кавказа. При этом мы не выделяем, что есть Северный Кавказ, есть другие национальности, другие представители других регионов. Для нас все равны, все гости столицы или все жители столицы. Спасибо. Спасибо, Олег Олегович. Но, тем не менее, какие-то вот из ваших предложений мы бы хотели тоже в плане увидеть, поэтому будьте любезны. Будьте любезны их обдумать, доложить руководству, безусловно, и нам представить. Уважаемые коллеги, я бы хотел попросить выступить кого-то из представителей Государственной Думы. Мы вчера многие вещи, в том числе, которые сегодня обсуждаем, обговаривали уже. Если у кого-то есть желание, пожалуйста. Ну, я так тезисно скажу, поскольку времени мало. Значит, вообще проблема, вот та, которую мы обсуждаем, она связана, будем так говорить, с мобильностью населения или внутренней миграцией, там, не знаю, как правильно назвать с научной точки зрения. Но, к сожалению, она носит несистемный характер. И в этом плане у нас нет никаких таких вот системных движений, взаимодействия между регионами и Москвой. Есть какие-то двусторонние договоры, носят какой-то частный характер, там выступления каких-то ансамблей, что-то еще. Но подготовки тех людей, которые приезжают, нет такой подготовки. И регионы никаким образом за этих людей не отвечают, первое. Второе, здесь не готовятся те рабочие места, не проводится адаптационная, серьезная предварительная работа с теми же студентами, с теми людьми, которые ищут работу. Там Москва, Подмосковье, это центры, которые притягивают большое количество людей. И, естественно, когда приходишь со своими, как говорится, элементами культуры, а иногда с отсутствием общепризнанной человеческой культуры, это вызывает, естественно, такое неприятие того населения, которое, как, ну, знаете, старая пословица со своим уставом чужой монастырь. Здесь, к сожалению, часто получается так. Так вот, не готовят людей, не студентов, которые посылают. Раньше были определенные такие распределения в разные вузы. Было это дело, принимали студентов, с ними работали, за них отвечал регион. Сейчас этого нет. Далее, я хотел сказать, что вот у нас работу проводит большая межведомственная комиссия. Вы знаете, вот под руководством Хлопонина есть. Там совет при президенте по делам, нужно нам взаимодействие, потому что эти все вопросы рассматриваются и там тоже. И они так или иначе связаны именно вот с межнациональным взаимодействием, межконфессиональным взаимодействием. Может быть, нам стоило бы подумать и создать какую-то федеральную программу в этой области, в области внутренней миграции, в области внутренней мобильности населения. У нас, в отличие от многих стран мира, такого нет. У нас нет такого, что продал дом, переехал, купил дом, работу поменял. Все очень сложно, на работу не устроиться. Жильем проблемы, совсем проблемы, потому что вот из-за этого, это веками длится, это еще крепостное право, я уже не буду говорить, там паспорта, там, когда в 50-х годах только начали людям выдавать, поэтому в этом плане, вот, как бы мы настроены, генетически даже будем так говорить, настроены на то, что вот мы закрепляемся за определенным местом и там всю жизнь стараемся жить, но жизнь меняется, вызовы другие, поэтому
население будет перемещаться, оно будет меняться, перенасыщены регионы, будут стремиться в те регионы, где значит, меньше населения. У нас 80% практически не заселены. Но надо думать тогда и об этом тоже. И об этом тоже и не собирать, в конце концов, всех в Москве тоже. Часто получается только это. А второй момент, это вот пропаганда там. Вы посмотрите, сколько фильмов у нас про милицию, значит, сериалы. Каждый день только про... Я не против, хорошие фильмы, хорошие артисты. Но давайте делать фильмы про то, как люди живут мирно, как друг с другом дружат. Я вот один фильм случайно летом вот в Кисловодске видел, там показывали нам в санатории. Прекрасный фильм с юмором снятый про вот то, как вот оказался дагестанец в Москве там, и так далее, и так далее. Нету таких фильмов, никто сценариев этих не пишет. Даже если пишут, их не берут на киностудию. Ну давайте будем с телевидением поработаем, давайте по разным программам, первый, второй канал, там, НТВ, еще какие-то каналы, поставим время не в 12 ночи, не в 2 часа ночи, когда рассказывают о гармоничных межнациональных отношениях, а давайте будем ставить такое время, когда все смотрят на это. И вот что здесь говорила Зумруд Мужаева относительно фонда. Ну, фонд надо создавать, какие бы дотационные не были. Необходим фонд, и фонд, ну, его зафиксировать соответствующим образом, законно, чтобы этот фонд был, именно фонд, пусть это фонд клуба будет, может быть, каким-то другим образом сделать, но без финансирования ничего у нас не получится, потому что добрым намерением вы знаете, куда дорога она уложена. А идея вообще очень мне нравится, давно она, и очень здорово, что вот наше представительство президента в Северо-Кавказском округе, вот вы воплотили это очень приятно. Мы готовы, комитет наш по делам национальности готов активно участвовать во всех делах. Так что здесь, я думаю, в плане и методическом, и законодательном варианте, я думаю, что мы вот где-то что-то могли бы и законодательно поправить, для того, чтобы могли работать в этом направлении, именно опираясь на законы. Спасибо. Спасибо, Джимми Керимович. Вот все, что говорится, просто чтобы вы понимали, да, все фиксируется, и потом мы все эти вещи на гора выдадим для согласования с вами. Спасибо. Я бы хотел сейчас слово предоставить от федеральных экспертов наших, заместителю директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук товарищу Зорину. Спасибо, Сергей спасибо. Алимович. Я еще и председатель Общественного совета Московского дома национальностей. Вот, и как-то здесь мне подручно выступить, поэтому я просил. Слово поднимал руку. Во-первых, я хотел сказать, что, безусловно, поддерживаю вот этот формат, инициативу по созданию такого клуба московского. И когда только рождалась эта идея, значит, я высказался за, потому что действительно это новый, есть новаторство здесь, есть новый взгляд. И мы сегодня в новых условиях, встретившись с новыми вызовами, должны, конечно, быть готовыми отвечать на них, потому что эти вызовы нам навязываются в том числе и во многих новых форматах, которых раньше не было. Это требует анализа и, скорее всего, упреждающих действий, а не только реакции на то, что происходит. И в этом отношении, я думаю, у клуба и ЦСКП, который здесь работает, очень творчески. Я думаю, здесь можно потрудиться. Это, во-первых, что хотел сказать. Значит, во-вторых, значит, хотелось бы отметить, что Москва очень плотно занимается этой темой по самым разным линиям, и очень хорошие традиции есть. И, ну, в частности, например, Московский дом национальности, который я представляю, там аккредитовано около 130 организаций, именно земляческих, именно национальных, и в том числе, Али Хасанович, наверное, значит, подтвердит, там, это добрая половина из них это Северный Кавказ. Или, например, взять совет ректоров там, города Москвы, потому что в основном молодежь, это учащаяся молодежь, да, они тоже очень плотно занимаются этим вопросом. Достаточно назвать РУДН, где тоже 152 страны, и Северный Кавказ очень широко представлен. Поэтому, значит, при правительстве в Москве существует
совет по делам национальностей, который тоже занимается этими вопросами. Поэтому я думаю, что вот очень важно сразу же установить взаимодействие вот с этими структурами, и, может быть, я думаю, они с удовольствием будут инкорпорированы в нашу работу. Здесь от Москвы есть Шерстнев Илья Леонидович, я думаю, он тоже согласится. Сейчас, например, значит, Москва очень активно работает над стратегией города Москвы по реализации госнацполитики, значит, работает над комплексным планом, идет очень широкое обсуждение, насколько я знаю, в этих документах большое внимание уделяется вопросам вот, взаимодействия с диаспорами нашей, молодежной тематики. Поэтому я думаю, у нас здесь есть большие возможности, перспективы поработать для того, чтобы решить все эти вопросы. Есть еще один аспект. Видимо, все-таки надо ту молодежь, особенно которая едет организованно и в Москву, и в центральные районы нашей страны, надо тоже немножко готовить, чтобы они имели представление, куда едут, какие обычаи, какие традиции, какие... Ну, чисто московский образ жизни, он тоже имеет много особенностей. Действительно, это многонациональная столица, многонациональной страны, а с другой стороны, это один из самых русских городов, потому что 91% населения, значит, москвичи на переписи говорят «мы русские». И в то же время это один из самый многонациональный город нашей страны, потому что, наверное, из всех наших национальностей мы не найдем ни одной, которая бы не была представлена в Москве. Поэтому действительно это очень важно, и это очень принципиально. Ну и в заключение хотел бы, значит, повторить фразу председателя комитета по делам национальностей, что мы тоже готовы, и как научное сообщество, как эксперты федеральные, так и как общественные организации готовы активно участвовать в этой работе и содействовать ее решению, потому что вызовы растут. И хотя сегодня анализ говорит о том, что ситуация в городе Москве и в стране с точки зрения межнациональных отношений улучшается, и Северный Кавказ, такие же наши оценки говорят, идет консолидация общества, но это не значит, что те, кто заинтересован в том, чтобы наши народы поссорились, успокоились, я думаю, будут еще не одни попытки нас рассорить, внести смуту в нашу жизнь. Поэтому надо быть готовым к любому развитию событий. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на то, что мы все-таки работаем в ограниченном времени. Да, у многих еще сегодня есть мероприятия, проводимые, в том числе и с земляками. Я думаю, что если вы сегодня будете со студентами встречаться, вы им эту идею тоже донесите. Я хотел попросить выступить сейчас Мурата Магомедовича Зязикова и Ильяса Магомед-Саламовича Маханова. Поэтому, Мурат Магомедович, давайте с вас. Спасибо, Сергей Алимович. Уважаемый Сергей Алимович, уважаемые коллеги, убежден, что сегодня начат очень нужный, важный и конструктивный разговор, направленный на гармонизацию этноконфессиональных отношений, предотвращение и профилактику конфликтной ситуации. Считаю, что сегодня это знаковое событие, и наша сегодняшняя встреча, она очень актуальна. В условиях, когда идут новые вызовы, в условиях, когда идет переоценка ценностей, в условиях, когда идет смена религиозных поколений, молодежных поколений. Поэтому это очень важный сегодня разговор. И хочу, пользуясь такой возможностью, потому что мы шли очень долго к этому разговору. Я вам могу сказать, где-то лет 15, наверное, я слышал об этой теме. Говорили, что нужно создать этот Кавказский клуб, встречаться именно в таком формате, в каком сегодня. Хочу признательность выразить полномочному представителю Северо-Кавказскому Сергею Ильичу вам за ту организацию данной работы. Мы имеем все основания говорить о российском народе как о единой нации. Наши предки очень много сделали для того, чтобы мы именно себя чувствовали именно это единство. Это наша историческая, наша сегодняшняя реальность, поэтому мы сегодня находимся в этой аудитории. Создание Московского Кавказского клуба и ранее, как я уже сказал, обсуждалось, но только сейчас, спустя долгие годы, состоится этот важный разговор.
Это не кавказское, не узкотематическое мероприятие, это готовность к диалогу с учетом того, что Кавказ неразрывно связан с Россией. А создание клуба формирует дополнительные условия, подтверждающие наше единство и многообразие, делает нас сильнее, воспитывает молодежь на примере толерантности и взаимного уважения. Здесь собрались вот в этой аудитории известные общественные деятели, политики, эксперты, ученые, государственные деятели, молодежь. Это мы очень часто говорим во всех практически научно-практических конференциях, встречах, на советах. Мы говорим, что вот про национальную идею. Вот она и есть национальная идея. Россия, она была и есть многонациональной, многоконфессиональной, многодетной, многокультурной и многообразной. И поэтому мы вот сегодня, наша сегодняшняя беседа, она, конечно, говорит о том, что вот эта встреча, она давно назрела. Хочу вам сказать, что вот Центральный федеральный округ готов к совместной с вами работе и поддержке ваших всех инициатив. И хотел бы немножко, чтобы мы пошире рассматривали не Москву, не Московскую область, а вот Центральный федеральный округ. У нас 18 субъектов, и ни для кого не секрет, что Центральный федеральный округ, это, как и все остальные, это и государствообразующий, культурообразующий, народообразующий округ, который сегодня тоже готов совместно работать со всеми, кто заинтересован. У нас общие цели, общая работа направлена на укрепление единства нашей страны. Ну и хотел вспомнить слова нашего общенационального лидера Владимира Владимировича Путина, привести вот их. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности. Ни вера, ни национальность не должна разделять народы России, граждан России. Как я уже сказал, что идет переоценка ценностей, и должно все-таки у молодежи быть, и от вас очень многое зависит, от нас с вами очень многое зависит. Пожалуй, нет человека, который бы не испытывал бы чувство любви, привязанности к земле дедов, прадедов, к своей культуре. Она самобытна, оригинальна, уникальна культура. Но сегодня общенациональная гордость, она шире и глубже естественных чувств, очерченных какой-то одной национальности. И поэтому вот это воспитание, конечно, оно очень важно сегодня. Это вот рассказывать молодежи, начиная вот с дошкольного, школьного, вузовского, и тем более находясь в субъектах Российской Федерации, где сегодня люди учатся. То есть наш общий такой долг, конечно, это Россия, наш общий дом. Вот такой подход. И хочу еще раз подчеркнуть, что Центральный федеральный округ готов к сотрудничеству. Сергей Олегович, спасибо большое. Спасибо, Марат Николаевич. Мы с Александром Ильичем тоже говорили об этом, и он тоже нас в этом плане поддержал. С нашей площадки можете Спасибо. располагать. Спасибо. Спасибо. Ильяс Александрович, я хотел бы вас... Спасибо, Сергей Олегович. Не только заместителя председателя Совета Федерации, но и человека, который уже многие Лицо годы Кавказской в национальности. Москве живет. Да. Спасибо. Уважаемый Сергей Олегович, уважаемые коллеги, мы представляем различные органы власти, ведомства, общественные организации. Наверное, каждый по своей линии определенную работу в том, что касается наших сограждан, наших земляков, проводит. Но совершенно очевидно, что эффективность этой работы во многом зависит от степени координации. И в этом смысле создание Московского Кавказского клуба мне представляется мерой своевременной, формой весьма и весьма привлекательной, которая позволяет, наверное, не подменяя и не дублируя существующие структуры, существующие и сложившиеся форматы, обеспечить более эффективную работу. Я здесь имею в виду и дискуссионный характер клуба, и координирующую роль клуба, но и, наверное, консолидирующую роль клуба, в том числе, потому что, невзирая на то, что еще когда-то название «Лицо кавказской национальности» было чуть ли не ругательным, ситуация значительно изменилась, но благодушие быть не должно. Я думаю, что через какое-то время мы с гордостью должны говорить о том, что я являюсь членом Московского Кавказского клуба. Это должно звучать гордо и звучно. В части конкретных вещей
Гаджимет Керимович уже сказал о и Совете по межнациональным, и такой же совет есть и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, он Совет по межнациональным религиозным отношениям. Есть целый ряд других форм работы. Вот, может быть, этот план, который здесь представлен, он достаточно подробный, мог бы иметь еще один такой подраздел. То, что делает клуб совместно с другими организациями, с другими ведомствами. И это позволило бы, с одной стороны, не дублировать, а с другой стороны, наверное, усилить в содержательной части то, что проводим и мы, и то, что могли бы подключиться к работе клуба. И отдельно хотел бы сказать, что и в Государственной Думе, и в Совете Федерации есть определенные возможности информационного сопровождения. Это средства массовой информации, это газета, это журнал. В Совете Федерации есть и свое телевидение вместе РФ. И вот эти все возможности мы готовы в максимальной степени предоставить клубу. И, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, есть определенный опыт работы, клубный опыт работы. В Совете Федерации существует интеграционный клуб, так называемый, при председателе Совета Федерации, Валентина Ивановна его возглавляет. Мы уже 3 или 4 года работаем в этом режиме. Это действительно интересная форма, которая позволяет представителям различных категорий экспертного сообщества, представителей органов государственной власти открыто, неформально, искренне, откровенно обсуждать те вопросы, которые возникают. И я желаю клубу всяческих успехов. Спасибо. Несу извинения всем, кто хотел еще у нас выступить. Наверное, мы будем в этом отношении объективны. И с целью объективности я хочу задать вопрос. Возражений против работы клуба ни у кого нет принципиально. Вот. Все остальные вещи, я думаю, мы обязательно будем обсуждать на будущих наших совещаниях, заседаниях. Дело в том, что я бы хотел вас призвать к тому, что, наверное, мы должны быть готовы не только к каким-то таким позитивным и, значит, очень гармоничным нашим заседаниям, да. Вот. Вообще я сторонник того, чтобы мы говорили открыто и правдиво во всех проблемах, которые у нас есть. Они, к сожалению, всегда бывают очень такими приятными. Иногда есть вещи, которые вызывают споры, вещи, которые вызывают живое обсуждение. Не все и не всегда должны соглашаться с мнением одного или нескольких людей, представляющих клуб. Но именно в этих спорах будет рождаться та истина, которая необходима нам всем для формирования правильной позиции и формирования правильных, как мы говорим, гармоничных взаимоотношений. Конечно, очень важна ситуация, вот, которую мы сегодня, значит, выслушали, о формировании некого фонда. Но он должен быть прозрачен, безусловно, этот фонд должен отражать проблемы, наверное, тех людей, чьи интересы мы сегодня представляем, и которые не защищены определенными, значит, государственными, социальными программами и так далее. Безусловно, этот фонд должен создавать какие-то условия для работы самого клуба. Потому что, ну, тут в наше время, конечно, на одних там общественных началах мы далеко не уедем. Очень важна информационная поддержка, иначе мы не будем иметь обратной связи и даже не будем получать оценки. Мы-то тут друг другу можем говорить, какие мы хорошие и позитивные, но самое главное, что этот клуб создан именно, создается именно в интересах тех людей, которые проживают на территории Москвы, области, а как Мурат Магомедович сказал, и на территории федерального округа центрального, да, почему нет? Конечно, мы должны учитывать сложнейшие миграционные процессы на территории нашей страны, о которых Гаджимет Керимович говорил сегодня, и мы без этого, без мониторинга этой ситуации тоже не уедем далеко. Вот. Поэтому все эти вещи, они достаточно сложны, и мы сегодня, вы должны понимать себя, вернее, понимать, и я себе отдаю отчет, мы не просто позиционируем создание некой организации, которая со словом там «впервые» или, значит, с какими-то пожеланиями вот она создана, и, значит, мы все там обрадовались о том, что она есть. Нет, это площадка для дискуссий, для диспутов, еще раз говорю, для споров. Не всегда, наверное, они будут приятными, не всегда мнение кого-то будет
значит, бесспорным, но я думаю, что это необходимо. Нам необходимо, и я хотел бы вот эти все вещи учесть в плане нашей дальнейшей работы. А для того, чтобы мы могли дать возможность высказаться всем, Михаил Юрьевич, надо этот формат каким-то образом не то что расширить, а дать дополнительные вот возможности в рабочем порядке людям высказать мнение свои, чтобы они были учтены все. Я хочу всех поблагодарить за работу сегодняшнюю. Несмотря на непродолжительность работы, это, в общем-то, получилось у нас насыщенной. Мы уже получили определенные посылы для формирования дальнейшей нашей деятельности. Сообщаю вам, что координация работы нашей дальнейшей Московского Кавказского клуба от аппарата полпреда будет заниматься Михаил Юрьевич Ведерников. В связи с тем, что у нас сегодня не все выступили, Михаил Юрьевич, я хотел, чтобы вы этих людей приняли и выслушали, и в обязательном порядке их предложения включили, значит, в наш итоговый документ. А итоговый документ, то есть детализированный план мероприятий клуба на первый квартал 2016 года, я попросил бы вас представить мне до 11 декабря, безусловно, согласовав со всеми заинтересованными в реализации этого плана структурами и людьми. Уважаемые коллеги, почему я тороплюсь? Есть еще одна причина. Я бы хотел, чтобы вы сегодня использовали вот нашу площадку следующим образом. Сейчас в Москве на Манежной площади, в центральном манеже происходит очень интересная выставка, да, на мой взгляд, очень интересная. Я обязательно для себя вот сделал вывод, что ее нужно посетить. Называется она «Россия. Моя история 1914-1945 от великих потрясений к Великой Победе». Это очень важно и актуально, в том числе для вот, понимания сегодняшних событий, которые происходят в мире. Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы, фонда Василия Великого. Я вас всех приглашаю сегодня по мере своей занятости или по мере своей возможности. Михаил Юрьевич, пожалуйста, организуйте. Вот, посетить эту выставку, а Михаил Юрьевич все организационные вопросы, я думаю, что уже решил. Буду рад с вами со всеми встречаться, общаться, со многими мы уже достаточно в тесном таком контакте, взаимодействии. Еще раз хочу всех поблагодарить за работу, всем всего доброго. И как у нас в одной из телепередач всегда ведущий говорит, мне очень нравится эта фраза: берегите себя. Спасибо. Собраться, здесь идти недалеко, экскурсовод нас там уже ждет.